В эфире Якутия-24, такой футбол, и Власий Сергеев. Мы говорим только о футболе. Сборная Германии сложила полномочия чемпиона мира, а команда Бразилии продолжает борьбу за заветный трофей. Итоги очередного игрового дня чемпионата мира в России мы обсудим с экспертами-аналитиками, председателем Совета футбольного союза города Якутска Алексеем Адамовым и капитаном футбольного клуба «Фортуна» Петром Чьямовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, вчера были подведены итоги в группах И и Ф. Борьба за путевки получилась, конечно же, очень напряженной и интересной. И, безусловно, главной сенсацией стало поражение сборной Германии от команды Южной Кореи. Как вам такой итог и что можем сказать про команду Яхима Лева? Ну, итог достаточно неожиданный, думаю, для подавляющего большинства и людей, интересующихся футболом, и вообще для болельщиков, особенно для болельщиков немецкой команды. Вот. Ну, надо отдать должное корейцам, которые вышли на эту игру как на последний бой, хоть и фактически у них шансов было очень мало на выход из группы, но тем не менее они отдали все силы, компактно сыграли, вратарь там, ну, творил чудеса, да. Доля везения у немецкой команды, ну, не было ее вообще. Было. Моменты были, удары были, и в упор были удары, и с близкого расстояния, и головой, там, и защитники подключались. Поэтому, ну что сказать, корейцев можно только поблагодарить за эту сенсацию, потому что одним конкурентом у сборной России меньше, так скажем. Действительно, этому можно порадоваться. Петр, по вашему мнению, что не получилось у Германии именно в этом конкретном матче? Ну, хочу сказать, что статистически Германия показала очень хороший футбол, да, если смотреть на цифры, владение больше 70%, нанесли 28 ударов, это рекорд, по-моему, на этом чемпионате мира по воротам, да, ну не все в створ. Ну и, конечно, действительно немножко не повезло, там такие моменты были, что должно было хотя бы один гол должны были забить, и на последних минутах уже, когда силы иссякли, да, на 94-й, потом на 96-й уже пропустили они свои голы. Ну, им терять было нечего, ничья их не устраивала, они шли вперед все, и вратарь даже побежал, Нойер, там, второй гол привез, который. Ну, действительно, да, когда идешь в атаку, образуются свободные зоны, южнокорейцы очень здорово этим воспользовались. И Петр, да, упомянул статистику, да, действительно, сборная Германии в групповом этапе за эти 3 матча нанесла 72 удара по воротам соперника, а забила всего 2, да. Отсюда такой вопрос, проблема с реализацией, давайте разберем нападающих нынешнего состава, и, может быть, не хватает нынешней команде такого человека, как, например, Мирослав Клозе, что думаете? Ну да, безусловно. Человек, который с инстинктом убийцы, да, который использует под 80-90% своих шансов, как Клозе, тот же самый, как раньше еще Кураньи играл там за Германию. Поэтому действительно им в чем-то в этом плане, именно на этом чемпионате нету такого человека у них, который смог бы это сделать. На прошлом чемпионате тот же Мюллер был в потрясающей форме, да, сейчас он вообще потерялся. То есть он исполнял эту роль. Клозе был уже пожилым человеком для футбола, хоть и вышел, там что-то там забил, там, по-моему, 1 или 2. Стал да? рекордсменом же 1 или 2 он на прошлом чемпионате забил, сделал. Бомбардир чемпионатов мира. Свою лепту внес. Ну, такого Мюллер ничем себя не проявил, Азил ничем себя не проявил. Ну, может быть, если говорить о составе, не хватило лучшего молодого игрока английской премьер-лиги этого прошедшего сезона, да, Лерой Сане. Он забил там 10 голов в АПЛ, 15 голевых передач. Это как раз игрок, который умеет взламывать оборону. То, что он играет в Манчестер Сити, чемпион Англии. Как раз против Манчестер Сити все играют от защиты, да, компактно очень. Сане играет широко, обыгрывает 1 в 1, раздает пасы. То есть его, по мнению многих, и в том числе по моему мнению, не хватило сборной Германии. Наш вердикт, наше мнение, то есть это проблема Германии заключается в том, что не совсем правильный состав подобран, или как? Ну, задним числом можно сказать так. Хотя сыграли они по цифрам неплохо. Ну да, много владеет мячом, каждый матч там 70% да, времени, много бьют, но не хватает самого главного — голов. Да. Реализации. Да, бывший игрок сборной Англии Гарри Линнекер, очень большой любитель социальных сетей, на днях разместил очень забавную запись. Там было про
то, что футбол очень простая игра, в ней 90 минут 22 игрока катают мяч, и в итоге всегда побеждает уже не Германия. Вот, а можем ли мы говорить о том, что эпоха Бундестим завершается? Да нет, безусловно нет, потому что выстроенная система подготовки молодых игроков, посмотрите, у них там те же там Вернер, там еще молодые ребята, все, которые сейчас тот же Лев привел в команду, они просто еще не набрали своих вот этих нужных чемпионских кондиций, чтобы бороться за первое место в чемпионате мира. А выстроенная система, у них там подготовка, у них эти поля везде, в каждом маленьком, там, в каждой деревушке поля, дети занимаются. Ну, они выстроили эту систему еще там в 2000-х годах, в начале, когда начали строить, вот это там поменяли, там реформы были гигантские, там серьезные. Вся система подготовки, начиная с детского футбола, и вот она дало плоды. Они последние там чемпионаты мира как минимум там в полуфиналы проходили, да, и выиграли прошлый, да. Поэтому это всего лишь досадная осечка. Если мы вспомним прошлый год, Кубок Конфедераций, там Германия вторым составом, Да, вторым там составом, действительно. молодежные сборные практически там всех разгромила. Тех же мексиканцев 4-1 они обыграли. То есть на самом деле есть кто может прийти на замену нынешним игрокам. Да, ну что ж, перейдем ко второй игре этой группы. Параллельно с этим матчем у нас Швеция достаточно неожиданно разгромила команду Мексики и в итоге возглавила группу. Ожидали ли такого исхода в этой игре и что можем сказать по этому матчу? Ну что ж, шведы играли в свой футбол, свой, так сказать, скандинавский примитивный футбол. Получил мяч и отдал вперед, так сказать. Все, а там как получится. Ну, получилось у них. В итоге получилось, да. Эти голы, которые они забили с долей какой-то там удачи, тот же пенальти такой достаточно, так сказать, тоненького назначили в ворота мексиканцев. Ну и мексиканцы, получается, это не их игра, не их команда, которую они смогли бы победить. Им проще играть с командами, которые сами атакуют, да, они больше там убежать в контратаку, еще что-то, вот им вот такое нравится. А здесь, получается, шведы закрылись и спокойно ждали своих шансов, ну и дождались. А взломать шведскую оборону, где там защитники высоченные, да, крепкие все ребята, не получилось у мексиканцев. Здесь я полностью согласен, да, действительно, против обороняющейся команды у Мексики возникли сразу сложности. Да. Если Корея, она там старалась играть на встречных курсах, пытались там где-то командный прессинг. Шведы встали у себя и на контратаках. И тут слабые стороны Мексики, так скажем, проявились. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Группа Е. Сборная Бразилии со счетом 2-0 победила сербов и не пустила их в стадию плей-офф. Как вам игра Пентакампионе? Они сыграли в свой атакующий футбол все-таки. И сербы просто классом команда ниже. Да, и они на классе их выиграли. Да, сербы сыграли прямолинейно, не преподнесли никаких сюрпризов. Единственное, Марсело получил травму в первом тайме, да, это очень большая потеря для сборной Бразилии. Такой ключевой игрок даже, я думаю. Надеюсь, что это не скажется сильно на результатах. Да, ну и в параллельной игре Швейцария не удержала победный счет в игре с Коста-Рикой, но все же вышла в стадию 1/8 финала турнира. Как вам эти две команды на этом чемпионате мира? Ну, та же Швейцария, она напоминает своим футболом таким атлетичным команду ту же там, как Хорватии, да, и тех же шведов в какой-то степени, такие какой-то скандинавский футбол такой, ну, жесткий, такой крепкий, да, уверенный. Поэтому вот будет интересная игра Швеция-Швейцария как раз, да, между ними там эти, как называется, тезки, да, фактически играют между собой. Вот. Ну, что сказать про швейцарцев? Основная игра у них была с сербами, в которой они все всем доказали. Да? Даже не игра с Бразилией, где они достаточно так на равных с ними играли и, ну, хоть и оборонялись большую часть времени, там ничью вырвали. Вот. А игра с сербами, где они там с определенной долей удачи забили там в конце, когда уже сербы бросили играть, их счет в принципе устраивал. Поэтому даже вот эта игра с Коста-Рикой, она так, ничего по сути не решала.
У нас сегодня будут подведены итоги в группах H и G. Ну, в группе G все ясно. Сегодня вот Англия с Бельгией в очной встрече оспорят первое место. Вот у нас Тунис и Панама имеют по 0 очков, там уже все ясно. Вот в игре Англия-Бельгия. Вот, две команды, в составе которых играет большое количество звезд. Кто выйдет победителем? Ну, я ставлю на Бельгию. Все-таки у Бельгии звезды уже опытные, сыгранная команда очень. И как она играла на групповом этапе, там 3-0, потом 5-2, да, они используют очень хорошо свои моменты, реализуют их. А англичане, несмотря на то, что они так вот Панаму разнесли, в первой игре очень тяжело им далась победа. Там просто Кейн своим чутьем, да, вот, нападающего решил два момента на добивании. То есть они еще немножко сырые такие. Но, возможно, по ходу чемпионата они прибавят. Но сегодня конкретно я ставлю на Бельгию. Алексей? Ну, сложный вопрос. Ну, я бы, наверное, все-таки на Англию поставил. Да, на Англию поставил. Хотя тяжело будет с бельгийцами. Очень тяжело, техничные ребята, да, как Петр сказал. Ну, все-таки на Англию. Я думаю, Кейн все-таки свои. Он сейчас лучшим бомбардиром на данный момент является. Я думаю, как минимум один гол он все-таки бельгийцам забьет. А вот так, думаю, все-таки или Англия, или ничья. Ну да, действительно, сегодня нас ждет очень интересное противостояние за первое место в группе. Ну, а в группе H ситуация поинтереснее. Ну, тут несколько команд претендуют на то, чтобы побороться за заветные путевки. Японец играет с аутсайдером группы, с командой Польши, которая, вот, ну, к сожалению, да, для их фанатов имеет пока в активе 0 очков. И у нас Сенегал встретится с Колумбией. Вот. Давайте вот прогнозы сделаем. Кто выйдет с первого места, кто со второго. Сегодня все решается. Ну, мой прогноз такой, что поляки должны хлопнуть дверью. Да, тем более пример корейцев тут, вот он буквально произошел сегодня. Поэтому поляки выиграют у японцев, и Сенегал выиграет У Колумбии. да, у Колумбии. И, соответственно, Сенегал с первого места выходит, и японцы со второго. Я думаю, что японцы все-таки победят Польшу, потому что ну, такая работоспособность у японцев, у них такая сбитая команда, опыт, молодость, да, все вместе, а поляки уже все, они расстроены, им, собственно, что доказывать. Да? Ну как что доказывать? Понятно, что это чемпионат мира, все хотят показать лучший свой футбол, но все уже, им ничего не светит, а у корейцев были шансы на самом деле. То есть поэтому они сегодня играли до конца с Германией, и они узнали счет матча Мексика-Швеция только после финального свистка, и они тоже в расстройстве все попадали там на поле. А у поляков уже никаких шансов нет абсолютно, они уже едут все домой, возможно даже там второй состав выпускают. Уже собрали чемоданы? Да, уже собрали чемоданы, я думаю, что там атмосфера такая царит. Поэтому ставлю на японцев, которые более мотивированы, да, и смогут, я думаю, сегодня вырвать победу. Ну что ж, дорогие эксперты, спасибо за интересную беседу. С большим удовольствием продолжаем наслаждаться чемпионатом мира в России. И результаты следующих игр мы тоже обязательно обсудим.